Рафаэль Хакимов. Легко ли быть татарином? Выпуск 34. Вавилонская башня татарских диалектов. Эпиграф. Обращаться с языком кое-как значит и мыслить кое-как. Лев Николаевич Толстой. Крымские и казанские татары в основе своей единая нация. У меня нет сомнений. Нас искусственно разделил сталинский режим. Помню, мы отдыхали в Крыму с дочкой, которой было от силы 5 лет. Она еще по-русски тогда плохо говорила. Сидит, смотрит спектакль кукольного театра на крымско-татарском наречии. И все понимает. Я тогда подумал, если необученное в университетах наивное дитя понимает крымско-татарскую речь, то у нас с ними получается один язык. Конечно, филологи мне сразу же объяснят, чем различаются аффиксы и суффиксы у крымчан и у нас. Они же для того и защищали диссертации, чтобы показать, чем отличаются народы. По мне, так это просто столыпинско-сталинское наследие, ориентированное на искусственное создание языков. Университетские диалектологи в течение многих лет пытались создать самостоятельный язык сибирских татар. Разницу они, конечно, нашли. Она примерно такая же, как между рыжим и черноволосым татарином. В Крыму с нами отдыхал кумык Абдуллабек, который любил поболтать с нашей дочкой. Моя жена узбечка, но неплохо знает татарский язык. Она прислушалась к разговору Абдулбека и обратилась к нему с вопросом: «Где вы так хорошо научились говорить по-татарски?» На что он гордо ответил: «Я говорю на кумыкском». Абсолютный консерваторский слух моей жены не уловил различия между татарским и кумыкским языками. Так это один язык или разные языки? Лингвисты, конечно, могут объяснить все различия по уже заданной схеме дробления единого языка на псевдодиалекты. Для этого они и защищали диссертации по диалектологии. А мне интересны не различия, а общие, интегрирующие. Как-то дочка уже в Казани смотрит по телевизору башкирский спектакль и хихикает. Спрашиваю: «Чего ты там смеешься?» «Они так смешно говорят по-татарски». Ей можно простить такую неловкость. Она еще не знала, что филологи давно доказали, чем различаются башкирский, татарский, кумыкский, балкарский, карачаевский, крымско-татарский и так далее языки. Кстати, до революции все эти языки называли тюрко-татарскими наречиями. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что до революции уровень подготовки филологов был капитальным. Одно время поднялось движение за самостоятельность сибирских татар, а затем Кряшин и Нагайбаков. Полемика обострилась до предела. Помню, в Российской академии наук на заседании ученого совета невесть откуда появились представители патриарха, чтобы защитить гонимый народ Кряшин. Депутат Государственной Думы выступила в защиту кряшинского языка. Я ей предложил: перейдите, пожалуйста, на кряшинский язык, и мы поговорим с вами о его перспективах. Она перевела разговор на другую тему. Как-то в Казань, в скобках заметим, что кряшинский язык – это 100% татарский язык, один и тот же. Как-то в Казань приехали сибирские татары, причем у одного из них на пиджаке красовался значок Тукая. Он доказывал нам, что они совершенно другой народ. Я не возражал, только спросил: а чего тогда приехали? Сотрудник института, участвовавший в разговоре, показывая на значок Тукая, обратился к нему: «Отдай Тукая». Так тот рукой закрыл значок, мол, не отдам. А чем же он будет воспитывать молодое поколение сибирских татар? На сказках, преданиях. Татарский народ накопил огромный культурный капитал. Причем вобрал в него все лучшее от казанских, сибирских, астраханских, касимовских, крымских татар, а также Кряшин и Нагайбаков. Долго изучая и общаясь с разными этнографическими группами татар, я пришел к убеждению,
что речь идет не о каком-то отделении от основной массы татар, а всего лишь о признании их особенностей. Некоторые наши национальные деятели излишне акцентируют внимание на единстве, понимая его как унификацию. У всех в сознании крепко сидит советская традиция уравниловки, которую переносят на национальные вопросы, что вредит нашему единству. Единство в многообразии. Только такой принцип подходит для нашей идеологии. Неплохо было бы, если бы Россия придерживалась такого же принципа. Лес выпрямит кривое дерево, кривого человека поправит народ. Татарская пословица.